О, здорово, Гудзон. Здорово, здорово, рад видеть. Так. Окей, все. Я конкретно тут, конкретно здесь. Окейушки. Начнем, как всегда, с получи. Здорово, Гудзон. Ответь. Всем привет, кто подходит потихоньку. Так, сейчас. Стоп, музон. А что это делаем? Так, то есть мне по-любому к анклаву идти надо, ё-моё. А я пацанов где оставил? Вообще хз, да? Ну как? Я помню, что они вроде как должны быть... У базы Навара? Так, и мы походу... уже все поставили. Ага. Ну, имплант имеется в виду. Я хожу с имплантом уже. А я вспомнил. Меня тупой дед пытался убить множество раз. Из этих. Семья Райтов. Во. Какие же неконченые идиоты. Так. Открываем.
Так, оружие. Блин, они все говорят, что у него импульсная винтовка должна быть, но... Меня обуревают смутные сомнения по этому поводу. Так. Антиргин почем? По пятихатке. И Радикс еще. Все. Попробуем так. Может быть, будет прикольно. Курить бегал. Чё как? Суббота. Да, с субботой. Суббота, суббота. Сидим дома, чилим. Уже потихоньку, оказывается, у всех людей, так сказать, хэллоуинское настроение потихоньку появляется. Уже всякие посты выходят со всяких типа там телеграм-каналов. Ну, точнее, не телеграм-каналов, имеется в виду вообще с всяких разных этих источников. Например, Variety, типа известный журнал, то есть что, короче, типа новостная лента, выпустили. Но ужастики, ну, типа фильмы, топ-10 фильмов. Да. Да, это журнал Variety, по-моему, называется. С каждым годом что-то этот праздник все больше приживается. Да, ну что поделать, время проходит, люди свыкаются с ним. И я вот смотрю на этот список, и он довольно-таки такой прикольный. Надо было устроить вечер кино. Как думаете? Вечер фильмов? Капец, такие старые фильмы. Техасская резня бензопилы 74-го. Изгоняющий дьявола 73-го. Психо 60-го. Челюсти. Ребенок Розмари. Ночь живых... Вот Ребенок Розмари я не смотрел. Ночь живых мертвецов. Кинопробы тоже не смотрел. Франкенштейна точно не смотрел. Стало или 128 дней... 120 дней Содома. И Керри. Хоррор каждый день смотрю, когда тебя нет. Нормально. А из свежих, кстати, хоррор-фильмов «Прочь» назвали. «Ведьма из Блэр» и «Крик». Хуй-то список какой-то. Ну, такой, типа, знаешь, для нетокусиков, которые ценят классику. Список не для быдла, короче. Так. Вот такие вот они, да. Да. Variety, чё? Особенно 100 дней Гамора. Да. Интересный список. Ну, в общем, как бы то ни было, все уже начинают потихоньку форсить хэллоуинские вайбы. Напихали, не все поймут. Эротика старая. А, это тот фильм. Я вообще думал, это реально порно какое-то. Помню, в детстве что-то родители оставляли включенным, что-то там такое. Я смотрел, типа, что-то вообще жизнь какая-то творится там.
Да. Ну, возможно, оно. Возможно, оно. Там, где оргия была, да, вообще жесткая. Это же тот фильм? И нет, не путаю. А, ебать. Понятно. Там же пиздец, да-да-да. Понятно. Интересный список получается. Это же не хоррор ни разу. Ну да, получается, в натуре не хоррор вообще ни разу. Странный список, очень странный. Списочек для нетокусиков. А прикиньте, кто-то глянет такой на этот список и такой... Мам, пойдем смотреть ужастик, семейный просмотр. Пойдем, сынок. А там такое, блин. Стадо и рочек. Да. Искренне жаль тех людей, которые глянули это. Блин, всякое говно у меня в багажнике, вообще херить можно. Печеньки 3 штуки валяются. Сапоги. Просто представь себе этот багажник. Сапоги, ключи какие-то, зажигалки. Запрещенные вещества, биогели. Сигареты такие просто валяются. Масленка. Гэг на чемоданчик. Блин, кстати, этот чемоданчик выкинуть бы, что ли? Еще один гэг. А, просроченный гэг. Просроченный гэг. Анальная смазка. Да, перчатки с утяжелителями. Спрей от растений. Так, давайте спрей от насекомых еще положим. Список пароль туда. Лопату положим. Записку от Фрэнсиса. Мое ухо пускай у меня в кармане будет. Так. Ну и все как будто бы. Окей. Пулемет у меня. Так. Силовую броню продавать не будем. Так, 2 комплекта. Блин, 1, ладно, возьму. Попробую продать это дело. В общем, да. Багажник. Average. Бардак энджойера. Еще оружие. Оно. Так, винтовку нашел. Ну что ж. Пора торговать. Пора, родной, пора. Так. По-моему, это самое мощное оружие, что есть вообще в принципе в этой игре. Гаусс винтовка. Гаусс пистолет у меня есть. Так, что же еще? По-моему, все, в принципе. Реально. Так. Все.
Хотя, блин, может не так много. Давай 10. 10 этого и 10 этого. Угу. Все. Хорошечно. Так, осталось, знаете, что? Осталось найти еще патронов к гаусс-винтовкам. Так, делаем всякое. Продолжается. Так, гаусс-пистолет 22-32. 32-43. Ёб твою мать. Да, это жестко. Да, это жестко. Как вообще, в принципе, типа, ну, стреляет гаусс-пушка? Ну, как его можно вообразить в реале? Его выстрел. Он типа же нереально... Как бы это сказать? Он выпускает снаряд на безумной скорости же, да? В этом его смысл же, да, по-моему, гаусс-пушки. В том, что снаряд летит просто пробивая все, что возможно там. Ну, пробивая звуковой барьер, там вся херня. Такие же в реале. Серьезно, в реале есть гаусс-пушки? На кораблях хотели поставить. Они прикольные. В натуре. Гаусс-пушка в реальности. Видео. Так, интересно. Испытание гаусс-пушки в реальности. Только большие пока носила там. Ага. У меня видео все до сих пор не включает. Я хз за что делать. Ща найду. Привет, Энерджайзер. Здорово, здорово. Субботой тебя. Китай. В основном Китай, да, тестирует гаусс-пушку? Или к этому еще и Япония присоединилась? Китайцы успешно испытали гаусс-пушку. Ох и суббота. Реально пушка Гаусса из фильмов, но и почему она не используется военными? Замок и пуля. Технически невозможно. Дорого. Маленькая эффективность, большие проблемы.
У тещи ДР придется идти. У тебя же расписание, спишь, играешь, спишь. Я, кстати, встал в 6:30, поздравьте. Жесть. С чем поздравить-то? Может, пособолезновать? Блин. 6:30, ё-моё. Это жестко, это жестко. Что, типа, побегал там, все дела? Китайские специалисты добились прорыва в сфере электромагнитных технологий, успешно проведя испытания уникально по своим возможностям пушки Гаусса. 30-катушечная модель, разработанная командой из военно-морского инженерного университета Китая, способна отправлять в полет 124-килограммовые снаряды. Ебать. Рельсотрон. Рельсотрон. Рельсовая пушка. Ебать. Гиперзвуковая электромагнитная пушка. Как это дерьмо звучит интересно. В танке онлайн была рельса. Ё-моё. Блин, у меня не пашет хера. Так. Так, попробую Goodbye DPI включить еще раз. Окей, вроде включил. Испытание рельсотронов в США в 2015. А я смогу в телеге найти рельсотрон? Испытание рельсотрона. Блин. Ладно, забейте. Чё ж у меня так-то все? Какая-то херня. У меня одного не работает YouTube. Вообще не понимаю, как так. Ну, в общем, у нас есть и гаусс-пушка. Railgun America. Окру. Окру. Это что, одноклассники? Блин. Так это YouTube тоже. Весь мир на YouTube. Если что. Это YouTube. Это YouTube. Не, ну я в принципе уже вижу на картинке, что там вообще какой-то супер мощь. Вот, смотрите. Сколько пластин стали пробил. Крутая херня. Вот и посмотрели. Ладно, 100 патронов, я думаю, будет достаточно. Погнали. Зайдем к этим. К братстве стали. Попробуем себе добавить немного красоты, харизмы. Потому что мы себя изрядно жестко изуродовали
но усилили вот всякими такими штуками. Имплантами, короче, себе усилили. Теперь у меня дохера шрамов из-за них и тому прочее и так далее. Там просто железная болванка разгоняется до скорости, не надо порох. Но я понял, но типа на магнитах и пускает ее вперед. Точнее, даже не вот так, а вот просто вперед и все. На кораблях хотели ставить как ПВО. Это, прикинь, боеприпасы вообще типа изи делаются. Просто придаешь им форму какую-то аэродинамическую и все. Не надо типа херачиться с порохом, там прочее, гильзы и вот это вот все. Вообще жесть какая-то, если честно. Это жесткая тема. Причем маленькие снаряды. Если они не в форме, дилзы, это даже не пытайтесь. Но за счет скорости все пробивает. Страшно. Вот и на. Ох, Токарев. Все скреп погнули за границу. Да. Токарь. Так. Поехали отсюда. Навару. Вот моя ласточка, смотрите какая. Блин, вам не видно его, да? Давайте сюда вас поставим. Давай сюда поставлю. Во время Fallout. А то там по сути ничего нет. О. Патруль Энклава. Давай. Штурм Наварро. О. А какого хера он у меня в кармане? Ебать! Блин, я его ваншотнул просто. О, пацаны. Да, это жестко, что сказать. Вы представляете, что у них творится в голове, типа? Супер уверенные чуваки. Они думают, что они практически неуязвимы благодаря этой броне. Хер что пробьет, а тут раз просто махом у чувака просто башня отлетает. Пиздец. Они же все на свете перепутали, наверное, в этот момент. На каком проценте прохождения, но по идее это уже late game идет, конкретный late game. По сути это late game. Я тоже что-то качал, но так и не добрался. У меня уже 3 дня скачано RDR 2, но я так и не запустил ни разу.
Но это прям как бы серьезный шаг на самом деле. Это же практически обязательство. Если уж играть в РДР, то это надо играть в него прям конкретно. Ныряешь туда концами просто. Я думал частенько над тем, чтобы RDR 2 запустить, но ё-моё. Это просто на месяц где-то, понимаете? Я просто уже, ну, тут буду сидеть с ковбойской шляпой, там вся херня, я просто уже начну говорить как Хиллбилли какой-нибудь. Да кто говорит, что топ лучшая игра, кто говорит, что скучно? Не, это топовая игра. Блин, это единственная игра, которая меня пробивала на слезу, честно скажу вам. Даже вспоминая о ней, блин, иногда грущу. Крутая игра, безумно крутая. Охуенная. Вести снуки. Сеанс работы завершен. Чи? Нечего сделать. Снуки. Блин, ну и имечко. Снуки. Приказ на изъятие ключа. Пожалуй, я просто начну убивать. Блин, эти профессора. Какие же все боевые. Хорошо, что я пластину на защиту от тепловых выстрелов. От тепловых ударов поставил. Типа от плазмы, лазера. Поэтому мне практически насрать. Вообще нормально. Опачки. Биг бой вышел. Блин, закидывать стимуляторами. Твою мать. Да как можно было 2 раза подряд промахнуться? Давай в голову. Да ну давай еще раз. Наконец-то. 46 хп у него было всего. Блин, сейчас снуки убьем еще. Снуки. По-моему, где-то в нашем мире и была реальная Снуки. Она в каком-то реалити-шоу снималась, я точно помню. Даже в этом Южном парке ее высмеивали, показывали. Она, ну, в Южном парке она выглядела как крыса здоровая.
Блин. Снуки. Блин, имя такое Снуки. Угу. Вот это я, конечно, мощно. Продолжаем. Так, перезаряжаемся. Подхилимся. Блин, в Soul зачищать этот комплекс довольно-таки прикольно, я вам скажу. Нормальная тема. Картина. Командира базы убил. Так. Ключ танкера. Вот это мне не надо. Пам-пам. Пара-пара-пам-пам. Я сегодня спустился в магазин купить сока, и там мужик с Казахстана стоял, выбирал лотерейный билет минут 5. Потом увидел меня, что я плачу картой казахской, спрашивает с Казахстана, и улыбается широко. Я сначала даже испугался. Да чё пугаться-то? Обрадовался человек. Ну, я месяц тусовался в Казахстане, и там довольно-таки прикольно. Там мне показалось вообще, что люди довольно-таки милые. И... ну, в большинстве своем. И цена в плане там продуктов вообще была балдежная. Ё-моё. И еда вкусная. Но жилье искать там, конечно-то лютый трэш вообще. И таксисты полные говнюки нам попались. Ух ты, нихуя! Покойся. Из чего он стрелял? Я на букинге арендовал квартиру. Микрореактор, плазменное ружье. Плазменное... Блять, куда я пошел? Ну, найс, просто... Что это было? Да ёб твою мать, почему ты меня заметил? Впервые. Блин. Так, прячемся. Все, народ начинает потихоньку сбегаться. Дерьмо, 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 дерьмо. Почти так же стоит. Но мне вот показалось, что как будто бы дешевле. Может быть из-за того, что просто валюта другая. И она мне показалась, ну, такой привлекательной.
Мой экспириенс по поездке в Казахстан говнястый достаточно. Я ехал из Оренбурга на автобусе до Актабе. Говнястый, потому что Оренбург это просто очко бурятского мира. Я не знаю, как там люди живут. Ты, когда заезжаешь в Актабе, это будто другая цивилизация. Блин, настолько все плохо. Ё-моё. Ё-моё. Серьезно, он смог пробить броню? По количеству срачей на улице это ужас. Здания автовокзала не ремонтировали с момента. Но ТБ, кажется, реально вообще, ну... Никак не котирует само государство. Им, видимо, неинтересно его развивать. Ёб твою мать. Так, ну-ка, давай в укрытие. Опа. Про Оренбург. А, Оренбург. А Актабе как раз по сравнению с Оренбургом это лучше в 1000 раз. А, нихера. Интересно, как оно в Оренбурге. А у нас-то как раз вот, если говорить о Якутии, то в Якутске у нас тут прям красоту наводит вообще. У нас тут, короче, знаете что? Центр, короче, облагораживают. Прям хорошечно. Там появился у нас реставрированный площадь Ленина со всякими этими свистоплясками и там прочее. Там вообще красота какая-то. Надо бы как-нибудь завтра, может быть, сходить. Или вечером сегодня. Глянуть, как оно там вообще на самом деле. Помню поездку мою то ли в Тамбов, то ли еще куда. То ли еще куда, молодых. Тут там по всему маршруту автобуса лежали бомжи пьян. Жесть. МСК вообще гуляют как последний раз. Интересно. Я сегодня утром был, кстати, в баре. Там в гик-кафе ходил. Разговаривал с человеком о взаимной рекламе, короче. Коллаборация, так сказать. Хорошее место на самом деле. Я чему удивился, то что время было 11, когда я только подошел. И этот бар вообще не собирался закрываться там. То есть люди сидели и бухали. То есть они с пятницы бухают, сидят там до сих пор. Вообще охереть может. Я такой когнитивный диссонанс словил от того, что как будто бы, ну типа, знаешь, какую-то временную аномалию попал. Блин, это же сейчас не пятница вечер, а 11, сука, утра, суббота. Если у него тоже 10 онлайна, то такая себе... Не, это бар, ты не понимаешь, там прям, ну, серьезная сеть. Как бы это сказать... баров, кафешек, там их около 6 штук, и там проводятся... Ну, человек там довольно-таки такой...
значимый в плане типа мероприятий, которые происходят в городе Якутске. Он меня давненько смотрит там иногда. Кто хочет там всячески поддержать и так далее. Но человек сильно занятой. И вот сейчас вот встретились и обсуждали, как можно было бы, ну, проводить те или иные, типа, взаимные рекламные мероприятия. Он говорит, что можно розыгрыши устраивать там и так далее. То есть то, что касается таких вещей, как, типа, Барбар. То, что касается таких вещей, как розыгрыш билетов в кино и там прочее, вот именно касательно локально Якутске, вообще без проблем, там и всякие такие штуки. Также еще по промокоды можно там типа организовать. Но самое главное, еще можно разыгрывать игры. Типа на Steam. Или еще, может быть, вообще там диски консольные. У тебя не все из Якутии. Ну, это понятно. Но я просто к примеру говорю. То, что, короче, такие возможности появились. И надеюсь, еще, ну, как бы останутся в дальнейшем. Ах ты, нихера себе, ты меня... Оу, я лежу. Черт, надо в укрытие срочно. Да охереть, мне сейчас дезинтегрируют, блин. А, я просто в обморке. О, я в обморке просто. Ёб твою мать, я походу умер. Я умер. Все. Вы... Насрал кровью. Жесть. Надеюсь, из этого что-то выйдет годное. Классика. Классика, бля. Чё на этот раз? Интернет, конечно. Сраный интернет. Блин, мне, по-моему, надо отступать отсюда. Капец, народ повалил. Квинси промахнулся. Даже не думай просить пощады, он сказал мне. Этот молодой человек. Да ну, какой же он везучий, сука. 95% попадания. Он стоит прямо передо мной. Я буквально... Это, блин, как, знаете, это как в списке Шиндлера, когда они схватили какого-то работника, вытащили его на задний двор и хотели выстрелить ему в затылок, но пистолет не выстрелил. Сука, это прям одно и то же.
Ядрить их много там. Может мне плазменную гранату вытащить? Блин, надо мне как-то, ну... Я не знаю. Я ж сейчас сдохну. Твою-то мать. Шестьдесят пять. 46. 40. Уф. Так. В общем, надо лучше, я думаю, сейчас вот так вот отхилимся. Лучше перестрелять их, что ли. Аккуратненько. А, не. Блин, голяк какой-то. Ё-моё. Ё-моё. Все. Вы умерли. Вы умерли. Да ёб твою мать, Квинси. Угу. Ты попался в ловушку Джакира. Я ничего не вижу. Тварь. Убежала, смотри-ка. Да пора бы умереть, знаешь. О, спасибо большое. Охранник умерла. Прогрессивные ребята. Набирают солдаты. Всех. Несмотря на пол и возраст, наверное. Блин, куда бы ему выстрелить? Дать в голову. Если попаду, конечно. Я, конечно же, не попаду. Сволочи. О, попал. Ё-моё. Отлично. Бам. И бам. О, хорошо получается. Блин, что за профессор такой отчаянный? На. Все. А, кто-то еще идет? Враждебно настроенный.
Ну-ка, ну-ка. Кто-то. А кто? Турелька, может быть? Ё-моё, я ваншотнул просто турель. Отлично. Все. Так, тут сохраняемся. Сейчас. На этой базе никого не останется. Сейчас сержанта убьем, который кричит: идиот! Опачки. Да я хренею просто. Да сколько в тебе здоровья-то, лол? 11, ну умри. Спасибо большое. Офигеть. 750 очков за одного такого. Так. Да ё-моё, я думал, успел нажать. Собака сутулая. Умри. Умри. У меня тоже нет 100. Серьезно? Вы в курсе, да, теперь то, что Роскомнадзор может не отчитываться по поводу того, какой ресурс собирается замедлять и так далее? Теперь ему просто поебать, он будет замедлять что угодно. Типа такой закон вышел, прикиньте. Да. Не блокировка, а замедление. Да-да-да. Ёб твою мать. Ох, как повезло. По-моему, сейчас сержанта убил. Да, охуели. Ну, что поделать. Такие вот у нас дела. Такие пироги. Да мать твою за ногу. Пиздец, он на меня сейчас убьет. Это пец убытки всем. Ну, как сказать. Ну, вообще, не всем. Типа, видел, короче, один такой занятный видос от блогера, видеоблогера известного, который снимает не то чтобы обзоры, а типа видео про игры, где он сидит, рассказывает лор игры, как что-то там, типа того. Пересказывает вообще просто. ББ, короче. Так он, короче, говорит, что у него доходы наоборот выросли за счет рекламы Гугла. Говорит,
Блин, меня вдруг начали смотреть люди из Финляндии, из Нидерландов и Германии. Ну, я не знаю, походу придется учить нидерландский, германский язык, там типа сидит, шутит, блядь. Забавная херня, да. Ну, то есть, по факту-то, ну... Блин, я куда попал? Я, походу... Сейчас, погоди. Если я вылечу... Да, если я вылечу. Блин, вообще рофл. Ауч. Блин, у них у всех есть ручная игуана. Счастливые люди, походу. Не то чтобы в игуане все счастье мира, но... Вообще, походу, игуана в Fallout это эквивалент этого кота в доме, знаете. Я постоянно слышу, что они хотят меня скормить своей игуане. Это типа, ну реально. Игуана, Васька там какой-нибудь у них дома сидит. Ждет их. А я их убиваю. Они увеличили расходы на пропаганду в 2025 году опять. Социалку порезали. Прикольно, блин. Да. Какие же оторванные от реальности люди сидят там, походу, в этом Роскомнадзоре, я хуй знаю. Варятся в своей какой-то непонятной теме. Ёб твою мать. Суки, вы такие суки. Чем больше пиздеца, тем быстрее это закончится. Да поскорей бы уже, поскорей бы. Не, ну как бы с одной стороны не то, чтобы я прям сильно страдал от этого, ну, будем честны, но тем не менее, блин, просто доставляет некоторые неудобства и все типа. Я до сих пор могу, в принципе, ну, смотреть YouTube, но с телефона, ну. Просто с другого устройства я смотрю, типа. Ну и нормально, типа. Это... Не так, что прям, ну, мне жизнь не испоганила вот эта вот блокировка. Ну просто, блин, ну поскорее бы это уже закончилось. Ну сколько можно?
Сколько можно? Ну я хуеваю, насколько все-таки Россия богатая. Да, она реально богатая, есть такое. Да ёб твою мать. Когда же ты сломаешься? Есть. Так, мистер консервная банка. Добро пожаловать в реальный мир, ублюдок. Зато я слышу, где ты. Напугал. Все. Обалдеть. По-моему, я практически закончил со всей этой базой. Ну я хуя, насколько все-таки на несколько хуево живем. Печально это все занудит. Да я бы не сказал, что хуево живем, по правде говоря. Вообще не сказал бы. Просто порой вот это вот все как-то, ну... Короче, как бы сказать, некоторые решения кажутся максимально дебильными, типа вот это вот блокировки и там прочее и так далее. Но так, в принципе-то, если так посмотреть, ну, блядь... У людей будто бы все хорошо. Как будто, ну, вообще средний класс процветает, у каждого есть машина. А у кого нет машины, тот, ну, в принципе, просто не хочет ей пользоваться. Ну, типа как я, например. Ну, как бы хотят и могут и, ну, пойти свалить куда-нибудь, отдохнуть, типа там... Или вообще уехать пожить там в другую страну. Вообще, как бы, ну, особо такой ебейшей духоты пока не ощущаю в России. Пока все чин-чинарем, как будто, знаешь. Пока все чин-чинарем. Поэтому, когда говорят, что все плохо и там прочее, но я честно не понимаю, что плохое, что там такого. Ну, честно не понимаю. Может, я, конечно, не живу там как-то, ну, так сказать, не ощущаю тех проблем, которые, типа, ну, у остальных людей, или, ну, не понимаю. Просто, ну, не понимаю. Даже если смотреть на эту тему с СВО, как будто бы, ну, по крайней мере, сейчас. Раньше-то, да, вообще пиздец был лютый. Хватали всех, кого не попадя, и те, ну, отлетали служить туда. А сейчас, ну, блин, как будто бы даже в этом плане, типа, все нормально. В основном все контрактники, как будто бы. И, ну, скорее срочники также. Ну, вряд ли кого-то насильно туда тащат сейчас. Хер его знает. Хер его знает. Я поначалу пиздец охуевал с этой темы. Но сейчас как-то, ну, расслабился. Вообще что-то не чувствую, что могут заявиться резко и так далее.
В этом плане как будто бы вообще все спокойно. Да. Кто хочет, идет, да. Не, ну... Как бы пропаганда работает. Кто хочет, тот реально идет и, ну... Отдает, так сказать... Долг родине. Да и мобилизацию насильно не тащили, оказывается. Я уже тоже свыкся. Поэтому, не знаю даже, ну, просто по привычке, скорее по инерции, конечно, мы, типа, ну, просто жалуемся на то, что, типа, все хуево. Но по факту, если так задуматься, ну, блядь, не сказал бы, что, блин, хуево, ну, нормально вроде все, ну, в натуре. Вот я могу сидеть спокойно стримить, вот вы можете меня спокойно смотреть. Нормально же все. Продукты есть у нас в магазине, как бы, ну... Да и уровень жизни как будто особо не снижается. У нас вон, блин, в город Якутск строится дальше еще. Облагораживают, ебать, копать вообще жестко. Хуй знает, ну, блин. Это Дальний Восток, между прочим, не центр там и так далее. Ну, там, не знаю даже. Ну да, да. Горячие головы. Горячих голов найдется. Все в порядке. Ну, в действительности, да. И чё тебе надо? Действительно, Чё тебе надо? все в порядке. Что еще? Ладно. Не дай бог оказаться в таком мире. Прикинь. Летуны? Не нахуй. Вот это вот реально жопа. Оказаться в таком мире. Какой же это лютый пиздец. Не, конечно, люди фантазируют, типа, блин, будь я в пустоши, я бы там такое сделал, блин. По факту, блин, сразу же первый же какой-нибудь картокрыс там просто ногу отгрызет к хуям. Или банда рейдеров просто возьмет и выебет, и убьет, или убьет и выебет там, ну, порядок не важен совершенно. Кошмар, короче, полный. Если вдруг повезет, ты попадешь еще в какую-то, ну, какое-то общество, типа постапокалиптическое, тебе и там нужно выживать в плане, типа, жить по их правилам, типа, это раз. Во-вторых, добывать как-то еду там, найти какую-то работу. Да вообще лютый трэшащик, пиздец, ты прикинь нахуй, ты просто отлетаешь, ну, в темные века, моментально нахуй. Это вообще пиздос, такой пиздос, вообще. Я как подумаю об этом, аж как страшно становится. Вперед. Так-то мем про вот 18-й граф на балу. Да. В мечтах граф на балу. Ай, кошмар. Очень ярко, кстати, иллюстрирует эту тему с темными веками, типа, когда, ну, ты жестко отлетаешь, типа, будучи цивилизованным человеком, типа, подобно миру. Это «Зловещие мертвецы 3» с Тэшем этим. Там, где Брюс Кэмпбелл есть. Вот это вообще пиздец. Он с дробовиком, там все дела, короче, с этим
бензопилой и попадает в этот пиздецовый мир. Его сразу же нахуй в кандалы, блядь. Тут же нахуй кидает его в колодец нахуй с этим, с каким-то монстром, блин, который типа там людей хавает. Чисто, ну, знаешь, по рофлу его так закидывать, типа, развлечь людей, потому что они только недавно с похода какого-то вернулись. Чисто расслабиться хотят, там, с пивком посмотреть, как кого-то разрывают на части. Вообще жопа. Ёб твою мать, это вообще кошмар. Вот такая вот жизнь, да. Так что... Так что я надеюсь, что там, ну, все разумные люди. И надеюсь, что Трамп победит в выборах и так далее. Этот, блин, старый пердун наконец-то съебал. Он, по-моему, уже все. Он там максимально успокоился. По-моему, уже там сидит в кресле качалки. И потихоньку засыпает. Навсегда. Байден. Больше он не будет спотыкаться на самолетах. Больше, ну, максимум споткнется об поребрик какой-нибудь, типа, в своем доме. И все. Эх. А где навигационный компьютер? Пацаны, он у вас, что ли? Пацаны. А, ё-моё, деталь аппаратуры. Электронная отмычка. Так, подождите. А, часть навигационного компьютера. Так вот он аж. И он еще на срок хотел. Да. Капец, динозавра выбрали почти. Это челы на минутку, типа он же, по-моему, со времен Никсона, да, типа? Сидел советником или типа того. Или Кеннеди, блин. Он же пиздец старый, он уже вообще, типа, ну, ходячий музей Америки, блин. Обалдеть же вообще. Я хз вообще, как его могли реально выбрать-то вообще изначально. Эти леваки вообще, ну, полный лютый пиздец у них творится в голове, просто я хуй знаю. Лишь бы он, типа, они выберут любого, кто скажет, типа, ну, геи это классно, это круто, типа. Вообще любого нахуй. Ну, это реально доказывает то, что они выберут любого. Ну, в Америке имеется в виду. Там просто, блин, сука, столетний мужик, нахуй, старикан, который вообще не соображает, где находится. Выбирает такого челика, и он просто, ну, урофлит весь свой срок, короче. Творит какую-то лютую хуйню, нахуй. Миллиарды долларов отправляет в Украину и так далее. Это вообще пиздос. Да, это, конечно, мощно. Блин, а где навигационный компьютер? Это нереально куку. Да. Ключ танкера, работающий компьютер и топливо, довольно просто. Работающий компьютер. Отсутствует навигационный компьютер.
А он вообще отдельно где-то должен находиться или что? Я не понимаю. Я в трюм должен пойти, видимо. Пошли ставить компьютер. А, или это тут? А, лол, вот он же стоит, нифига себе. Прикинь, нашел. Только... я не понимаю, как туда попасть. Хотя вижу что-то. Лестница есть, ага, все. Короче, идем в трюм. И идем сюда. А, вот ключ танк. Все, понял. Окей, все. Навигационный компьютер готов к работе. Все, поплыли. Все, заканчиваем Fallout, походу. Сейчас, походу, закончим Fallout. Мы сейчас ворвемся в Анклав на нефтяной вышке. Их основная база. Разнесем там все к херам. И пойдем в Silent Hill. А уж потом уже Fallout Tactics, наверное, заценим. И пойдем играть в третий Fallout. Ну, это уже на следующем стриме. О, поплыли. Фига. Full ahead. Полный вперед. И все эти художники и музыканты, которые сейчас находятся в танке, такие полном ахуе нахуй находятся, типа, какая нефтяная вышка, вы что, ебанулись, что ли? Просто со мной уплыли все. Да. Жесть какая-то. Хотя они, по-моему, достаточно долбанутые, что, по-моему, будут воевать со мной вместе против Анклава. Ну, вряд ли. Их всех убьют просто. На самом деле. Так. Офигеть, вот это графон. Я корабль запустил. Возвращать моих соплеменников, которых похитили анклавовцы из нефтяной вышки. Все, мы в нефтяную вышку пришли. Капец, она здоровая, походу. Ё-моё. Обалдеть, вот это зажимы. Так, Poseidon Oil, транспорт опознан. Короче, пристыковали, все. Добро пожаловать в Анклав. Никогда не думал, что заставишь старика вроде меня торчать тут столько времени. Да, уровень. 15 тысяч. Кайф. Кайф. Качаем холодное, точнее легкое оружие на максимум. Вот так вот хотя бы.
Чтобы еще качнуть. Да хотя, ничего, только это максимум. Чтобы еще-то. Хотя, погоди-ка. Может, красноречие попробуем еще поднять? Во, все. Окей. 28 уровень. Энклейв. Блин, меня эти пулеметы как-то не радуют. Турель вполне себе здоровый на вид. А вырубить его можно? Я хочу его вырубить. Но пока они на меня не нападают. Подключение к последнему надо выберите из меню. Подключиться. Видите код пользователя? Дайте-ка попробуем. Список пользователей. Терминал вводит список имен. Это из 500. Ага. Нифига, это похоже особенно президентский ключ доступа при определении настроек безопасности. Для переопределения защиты необходим президентский ключ доступа, доступное вариантное подавление бунта, аварийное отключение защитных систем. Давайте аварийное выключение защитных систем. Так, подождите. А подавление бунта? Подавление бунта в случае вооруженного восстания президентский ключ доступа позволяет переориентировать защитную систему на все ранее лояльные теперь враждебные единицы теперь в области, внутри области. Защитная система запрограммирована так, чтобы атаковать самого опасного противника первым. Внимание, текущий уровень операции только входные уровни. Менее заметная. Нормальный уровень доступа. Джей Смит. Статус защиты. Статус защиты. Президентские. Ладно. Пока так. Вы яростно сражались, но все напрасно. Анклав торжествует, и скоро погибнет весь мир. Неплохо. Сергей, не убей. Дару. Волчи. Так, президентский ключ. Доступе отказано. Получается... А получится банк-сканер, если захакнуть файл доступа. Пожалуйста, это попробовать. Обнаружен незаконно просто дальнейший доступ к этому терминалу закрыт. Отправлен предупреждение отдела обслуживания. Блин. Это мне не везет или как? На спутников агрятся, если хочешь сразу все выносить, оставь Коля. Все-таки агрятся на них, да? Надо? Подожди тут. Мы тут будем. В чем дело? Что за взгляд? Ну ладно. Ну ладно. Так.
А, смотри-ка. Нифига себе. Я свой, пацаны. Не суетимся. Опа, сюда. Понадобится. Тут роботов полно. Ну, кстати, роботов полно. Попробуй-ка я сразу вот так поставить. Импульсная граната очень хорошо действует против роботов. Прям супер эффективно. Человек в силовой броне, десантник. Так. Кто заляпал наушники жвачкой? Забавные челики. Ох, нихера. Так, компьютер. Ага. Я думаю, в один момент я просто захерачу, знаешь что? Режим подавления бунта. И просто сделаю так, чтобы все системы уничтожали всех подряд. Думаю, прикольная идея, не? Ученый. Справка. Вас приветствует справочная система Poseidon.net. К сожалению, наши файлы справки в настоящий момент устарели и недоступны. Поиск обновленных файлов справки, да? Обновление файлов пользовательской справки недоступно в пробной версии программного обеспечения Poseidon.net. Для доступа ко всем следующим обновлениям... Так. Истек 59 тысяч. Окей, окей. Да. Мертвый житель убежища. Мертвый дикарь. Блин. Ну, как будто бы надо, да? Как будто бы надо сделать тему с подавлением бунта. Ладно, хотя давайте-ка еще походим. Может быть... О! О, это же мои! Пацаны! Избранный, как ты попал сюда? Я пришел спасти вас. Осторожно, не касайся светящейся стены. Я думаю, что машина, которая питает ее, находится под нами. Уничтожь ее, и мы сможем бежать. Как ты сюда попал? У меня есть корабль. Если ты уничтожишь машину, корабль мы найдем. Торопись, нас осталось совсем немного. Блин, что В случилось? нашу деревню прилетели люди на летающих машинах и забрали нас. Там были и другие из священного 13-го. Я думала, мы спасены. Я думала, Да нас ладно. отвезут в рай. То есть... Прям люди из 13-го все-таки с ними заодно. А я думал, их взяли для опытов. Анклавовцы, оказывается, не, ну, тупо просто вместе заодно были. Так получается, 13-е убежище было не экспериментальным, а именно что вот конкретно убежищем для правящей элиты.
Типа так же получается. Нихера себе. То есть даже это в сериале в Fallout обыгрывается эта тема насчет убежища, которое типа, ну, которое действительно убежище, а не просто типа экспериментальное убежище, которое... Нет, из 13 тоже в плен взяли на опыты. Не, она же говорит, вот видишь, там были и другие, из священного 13-го. Я думал, мы спасены, я думал, нас изутрали. Потом? Потом они привезли нас сюда, в ад. Многих они убили какой-то дрянью. Они ее называют Вереи. Они убьют нас всех, если их не остановить. Варе? Они это так называют. Втыкают нам в кожу иголки, вроде стимуляторов. Но потом начинается страшное. Потом... Чё потом? Потом кожа вспухает, как будто под ней какие-то личинки. Пузыри все растут, потом лопаются. Ёпта мы. Из ушей течет кровь, язык распухает. Те, кому повезло, задыхаются, а кому не повезло, Они за это заплатят. уничтожь машину и убей всех дьяволов, которые здесь живут. Встретимся снаружи. И еще избранный. Если ты еще не нашел Гек, поищи его здесь. Зачем нам нужна свобода, если наша деревня все равно погибнет? А теперь беги. У меня целых 2 гека, блять, в багажнике машины. Правда, они просроченные, но гек есть. Да и насрать, 3-й гек возьму. Геков много не бывает, так скажем. С помощью этого гека же там вообще много чего можно соорудить. Вообще жестко, типа. Предназначение-то у них там... Ух, какое. О, нифига себе, что за рыжие. Хмурый человек в форменном комбинезоне. А что такое особенное? Непонятно. Слушай, а нифига там прям много. Человек из нашего племени. Блин. Наши люди. Наши. Так. Лестница вниз. Сейчас оценю ситуацию. Сейчас, погодите. Кого-нибудь другого открываю. Старейшины, наверное, в ахуе сейчас там. Почему избранный так долго? А я там стою, книжки читаю. Блин, ну... Стоит максимально прилутаться. Все, что будет полезным, ну, лучше собрать, я думаю. Гражданин Аклава. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Так, окей. 1, 2. Так, тут 2. Короче, будем считать чуваков в силовой броне. 1, 2. Так, 6.
7, 8. 8. Тут всего 8. Потом еще роботы есть. Но мне кажется, роботов я сейчас переманю на себя. Они, ну, сейчас будут на меня работать, я думаю. Ну, посмотрим. Так, погнали. Подавление бунта. Активизировать протокол подавления бунта. Для доступа к этой функции необходим президентский ключ доступа к карте не обнаружен. А, прям карту надо найти, ёб твою мать. Ладно. Не проблема. No проблема. Так, машина внизу. Но я думаю, карта где-то вот наверху. Пойдем прямо сюда. О, выглядит многообещающе. Броня у них какая-то крутая, как будто. Супер кувалда. Опс. Кажется, я тут гек найду. Кек. Ищем кек. Блин, качалка у них тут прям. Так, это, видимо, да, что-то кухонное. Бухло, фрукты, пиво. Так, тренажерочка, душевые. Ох, ебать. Я же заебусь их всех убивать. В натуре. Короче, надо, да, активировать подавление бунта. Надо подавление бунта включать. Нужно, чтобы охранные системы мне помогли со всеми этими негодяями. Блин, забавно, что их не смущает, что какой-то чел бегает, шныряет по всем шкафчикам. Может, у них уже есть какой-то такой подобный чел. И они типа привыкли к нему. Типа, например... А, это же этот. Билли. Он всегда шарится по шкафчику. Мы сколько ему не говорили прекратить это делать. Он, ну, не слушается. Дурак он, короче. Вот и все. Больше его не трогаем. Или даже, знаешь, это Билли, племянник главнокомандующего. Мы ему ничего сказать не можем. Это же уборщик, он пыль подметает. Да-да-да. Силовой брони анклава такой. Мне нужно больше энергии для уборки. Радиоактивная пыль бывает агрессивна. Не нужно быть готовым.
Так, обычная силовая броня. Понимаю. Блин, самое страшное, знаете что? То, что я заметил очень много боеприпасов гаусс-пушек. Это, ну, как бы, получается, что у каждого из них, возможно, есть гаусс-пушки. Меня это напрягает, если честно. Давай, давай. Давай, давай. То есть меня вполне себе могут ваншотнуть при таком раскладе. Поэтому найти силовую броню еще получше, чем обычно, типа анклавовская, было бы очень кстати. Скорее всего, она мне бы спасла жизнь, скорее всего. Много книг первой помощи. О, натурализм. Это мое. Так, ну тут, значит, такие ребята довольно-таки обычно сидят. Казармы просто такие же крутые чуваки. Право доступа у них маленькое. Окей, пошли по лестнице. Благо она тут есть. Совершенно непонятно, как их открыть. Сливают с полом и потолком, нихера себе. Так. А этому челу норм? Ладно. Пошли вниз. Президентский ключ. То есть я прям реально президента США еще убью, да? Блин, что за дерьмо? Это что такое? Ау! Пол пьет током? Чего? Ёб твою мать. Опачки. Добрый вечер. Улучшена силовая броня мод 2. Оно. Оно. Класс брони 50. О, хорошо, хорошо.
Так. Гаусс винтовка. 200 патронов. Это я косыди отдам. Одну, кстати, на продажу возьму. Их вообще не напрягает, что я такой лутаман. Так. Парарам. Пум, пум, пум. Парарам. Hey, hey, hey. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Bum, 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 ba-da-da. Оу. Бинго. Так. Фляга с 13-го, кстати. Гека! Парамедик. Всё, Гекач у меня даже. Чё, котенок? Котонка, котонка. Вы слышите, как открывается? Да где, лоу? Открой, открой. А где? Блин, какой же непонятный. А им прикольно вот так вот, типа, ну... Даже бред полный. Идешь такой с утра. Ё-моё. Так, ладно. Блин, идешь такой с утра в машинное отделение, думаешь там ну, дела свои сделать. А они такие. Держит пол под током. Чисто взбодрить. Я вот эти двери открыть не могу почему-то. Так, ладно. Может быть, я увижу кое-что. Так, о, нижний открылся. Нижний открылся. Так, так. А, что? Погодите, а как это? Да блин, да за шо? Блин, вот сейчас я по кругу хожу. Давай, давай. Да ёпта. Погоди. Я делаю вот это. Ну, почти. Так, погоди-ка.
Вот это реально почти. Так. Среднюю. Давай среднюю. О! О! Е! Вперед! Вперед! Блин. Такой прикол. Сука. Вот это тоже надо было активировать, чтобы вот эта дверь открылась. Да за шо? Так, и это. Так, вот это, по-моему, надо было. Давай, 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 давай. Блин, прикиньте, я даже паттерн... блин, а я закрыл себя. Давай, беги, 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 беги. Давай, 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 давай. Да в смысле не открыл? Да за что? Не зря стимулятор лутал. Да ладно, я закрыл, что ли? Да как так-то? Так, ну давай я попробую туда пойти. Блин. И закрыл это, ёб твою мать. Ну это просто загадка Жака Фреско, я хер его знает. Жаку Фреско. Супер дерьмо. Блин, эти двери так странно действуют, вообще непонятно. Какой логике они поддаются, вообще не понимаю. Так, открылись все эти двери.
Так, я почти все двери открыл. Ща. Так, а если еще раз? Ничего. Ага. Так, открыл эту дверь. Вернусь сюда, нажму еще раз. Нет. Нажму сюда. Нет? Нет? Или просто зайти надо? Твою мать, боже, а просто надо было зайти, оказывается. О, я не знал, я не знал. А я не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал. О, это мне надо. Так. Бомба. Я бы очень сильно задумался насчет вопроса того, ну, стоит ли нам установить бомбу на корабле? Стоит ли нам, сука, установить бомбу на корабле? Типа, ну, блин. У меня вообще, в принципе, очень много вопросов бы по этому поводу возникло, типа. Вы, чуваки, реально хотите его поставить? Вы как, вообще нормально? О, маленький нервный человек. Маленький нервный человек. О, вы видите мужчину в костюме, он смотрит в пространство, как будто он смотрит на вас, но вас не видит. Так. Президенты. Вице-президент Берт. Здравствуйте, солдат. Что вы делаете в кабинете вице-президента? Ищу чужаков. Ну, нельзя быть чересчур осторожным. В конце концов, иногда на ключевых постах заказываются самые странные люди, которые оказывают чудовищный эффект на историю. И какой эффект вы планируете оказать на историю? А, понятно. Ну что ж, если вам так угодно, я давно размышляю, что настало время человеческой расе населить Солнечную систему. Это вообще как? Для НАСА космос по-прежнему остается приоритетным направлением работы. Ясно. И куда бы мы тогда отправились? Полагаю, что Марс прекрасно подойдет. Потому что в сущности Марс на той же орбите. Марс примерно на том же расстоянии от Солнца. Что очень важно. Мы видели снимки, и мы убеждены, что на них каналы и вода. Если есть вода, то значит есть кислород. Если есть кислород, значит можно дышать. Я не ожидал получить настолько развернутый ответ. Конечно, любой лояльный гражданин Великих Соединенных Штатов сделал бы то же самое. И что понятно? Мы должны сотрудничать, потому что если мы не добьемся успеха, нас постигнет неудача. Может, ваша неудача не такая уж и беда. Я имею в виду, мы не хотим двигаться назад завтра. Мы хотим двигаться вперед. Разве это не единственный путь? Да, это направление мне нравится. В прошлом я принимал хорошие решения, в будущем я принимал хорошие решения. Так что, как бы то ни было, пойдемте в этом направлении. Да? Мне кажется, что мы находимся на неотвратимом пути к большой свободе в демократии. Но это могло
измениться. Отравленному миру пустоши не помешало бы чуть больше свободы для разнообразия. Не глупите, это не загрязнение, это не загрязнение вредит миру, это инородные примеси в нашем воздухе и воде. На материке бы вы не были так беспечны в этом вопросе. Ну, в том-то и все дело. Анклав рукотворный остров, окруженный водой. Вам кажется, вы неуязвимы для того, что происходит здесь. Вы живете на той же планете, что и все мы. А, понятно. Ну что ж, если вам уж так угодно, я давно размышляю, что настало время человеческой расти. Так. Чё? Так, погоди-ка. Смысл, например. Обязанности любого вице-президента можно изложить одним словом. И вот это слово быть готовым. По-моему, это два слова. Одно слово — готовность. Вы это имели в виду? Может и так. Может, так и к лучшему. Будем кратки. В конце концов, многословие ведет к неясности и замутнению речи. Подумать только. Но нельзя быть чересчур осторожным. В конце концов, иногда на ключах... Да, бля. Да. Не надо идти. Не смею задерживать солдат, завтра будущее будет лучше. Что вы имеете в виду? Блять. Вот собака, он меня заговаривает. Все, всего доброго. Так. Билл Баббл, здорово. Броню не потеряли? Ну, они потеряли, да. Они не в курсе, что за этой прекрасной броней находится прекрасный дикарь. Ну что ж, здравствуйте. О, Я всегда рад уделить время одному из наших бравых десантников, но, видите ли, я весьма занят. Так, чем президент Соединенных Штатов Америки может вам помочь? президент. Да кто вы такой, в конце концов? Я президент Соединенных Штатов Америки. Вице-президент в кабинете снаружи. Если бы вам было положено тут находиться, вы бы и сами это знали. Кто вы такой? И что вы здесь делаете? Вице-президент — это тот выживший из ума овощ в соседнем кабинете? Так, вы псих. Какие соединения? Ну, варианты так себе. Варианты так себе. Но он меня по-любому раскрыл уже. Так что дальше, походу, будет неадекватная херня твориться. Просто, ну, в любом случае. Ну, хотя... Тогда я не буду вас больше отвлекать от дел, мистера президента. До свидания. Окей, как скажете. Я просто тут тихонько посижу. Было приятно с вами познакомиться. До свидания. Видите рыхловатую секретаршу блондинку в облегающем платье?
Едрить. Я еще глубже пошел вниз. Так, охереть, охереть, охереть. Короче, underground. Так. Мне бы стимуляторов побольше. Блин, как же хорошо, что они меня не душат вообще. Просто братишка анклавивается, ходит, лутается. Don't want to set the barn on fire. I just want to say in flaming your heart. I don't want to set the barn on fire. I just want to say to flame in your heart. Так. Том Мюррей, глава комиссии атомной энергии. Фига себе. Крутой чел, походу. Том Мюррей. Я Том Мюррей, глава комиссии по атомной энергии. Я заведу ваши атомные электростанции. Кто такой, черт возьми? Что тут делаете? Мне просто интересно, как работает реактор. Такой объем операций реактора я не контролирую. Большая часть функций электростанции управляется центральным компьютером прямо к северу от реактора. Если бы не он, мы бы остались совсем без тока. Совсем без тока. А, понял. Где этот... Я видел этот комп, наверху был. Ну, практически совсем. Свет, система жизнеобеспечения, защитные системы некоторое время проработали бы, но силовые поля и другие энергоемкие устройства отключить мгновенно. Да, похоже, вы остались совсем без рук. Да, это было бы нехорошо. Все герметичные защитные двери в таком случае задраиваются. Когда они закрываются при отключении питания, никакая сила в мире не сможет их открыть. Это мера безопасности. А тактик норм, фолочно говорят, нормальные, да. Это все, что мне нужно. Так, спасибо, как жаль, что вы... Тактикульные. Ща, погоди-ка. Так. Я кое-что гляну. I just want to say. I just want to say. И просто to say.
С этим DPI даже Инстаграм, что ли, не работает? DPI. Хм. Так, а что если я... Сейчас, погодите-ка. Хм. Кстати, на соединение стрима это никак не повлияло. Я тут всячески колдую там с этим DPI. А ему хоть бы хны. Ладненько. Не судьба, значит. Так, это что за компы? Вау. Прикольно. Но можно спуститься еще глубже. Ядро реактора. Так. И чё? А лифт-то не пашет? А что делать? Что-то вообще не пашет, не работает. Не удается ничего узнать. А сколько у меня науки? У меня же 116 науки. Ну, ни хера себе.
Так, погодите. Ай, как поступить-то? О, тут никаких систем нету вообще. Ни роботов, ни турелей. Кто бы их тут перебил вообще, ну, типа... Никого. Придется, видимо, ну, чисто в соло вытягивать это все. У меня бомба есть? Серьезно, я даже бомбы не взял. Ну, как будто бы, да, надо заложить бомбу и подорвать реактор. Но это делать на самом деле рановато, в том плане, что у меня нет ни хера. Мне нужен ключ президента. Возьму ключ президента, смогу активировать подавление бунта. Либо отключить аварийные защитные системы. Добро пожаловать в блок химического корпуса, десантник. Я подполковник Чарльз Керлинг, доктор наук. Теперь, когда нас представили друг другу, вон к чертовой матери из моей лаборатории. Я не тот, за кого вы принимаете, я Нолан из Зарова, и нам с вами найдется о чем поговорить. Ну, Нолан, не знаю, как тебе удалось выбраться из камеры, но говорить нам не о чем, уж поверь. Вот здесь вы ошибаетесь, и не один раз. Тебе надо поговорить со мной? Кто ты и почему должен тратить на тебя время? Я Нолан. Я буду повторять, что я Нолан. И вы лучше уж поговорите со мной, потому что все карты у меня. Последнее средство всех дикарей с атрофией мозга в последней стадии. Но на этом примере так ясно видно, что отличает вас от нас, настоящих людей. Как вы в себе уверены, трюхнуться можно, а? Разве? Наши исследования дикарей четко показывают изменения в их ДНК. Это естественный результат высокой фоновой радиации. Ну и что наша ДНК чуть-чуть другая? О, ваша ДНК-то далеко не чуть-чуть. Это очень большое различие. Если бы так не поджимали сроки проекта, я бы с удовольствием провел на ваших людях более обширные тесты, помимо испытаний токсина ВРЭ. Разумеется, увлекательнейшее занятие. А что это еще за чертовщина? Что за проект? Проект, осуществление которого уже несколько десятилетий была подчинена вся деятельность Анклава. Заключена она в том, чтобы восстановить власть человеческой расы над континентальной частью территории Соединенных Штатов. Боже, благослови Америку. И с этим вы возились несколько десятилетий? О, просто основать форпост недолго. Мы уже сделали это в Наваро. Но вот разработка подходящего метода для процедуры искоренения заняла много времени. Процедура искоренения? А как ты думаешь, мы же не можем перебраться обратно на материк только для того, чтобы растерять свой генофонд среди полчищ местных мутировавших полулюдей, чтобы Соединенные Штаты стали безопасны для человеческой расы? Сначала необходимо уничтожить всех мутантов. Уничтожить? И как вы собираетесь это провернуть? Токсин ВРЭ. Великолепное решение этой сложной проблемы. Что такое токсин ВРЭ? Один из наших патрулей обнаружил исследовательские данные по разработке вируса ВРЭ и несколько образцов на бывшей военной научной базе, которая была практически полностью уничтожена. Окей, где вы его нашли, я понял. Но что он делает? ВРЭ первоначально разрабатывался как вирус, который должен был превращать людей в суперсолдат.
Похоже, этот эксперимент завершился полным провалом, хотя я испытал модификацию вируса на одном из агентов нашей секретной службы с некоторым успехом. Ну что ж, поздравляю, но какое это имеет отношение к тому, чтобы всех истребить? Ах да, конечно, к этому веду. Вирус ВРЭ имеет избирательное действие, он взаимодействует только с гликопротеинами человека. И вот за несколько лет нам удалось сделать вирус ВРЭ более смертоносным, чем он уже был. Результат просто великолепный. То, что доктор прописал. Это как же? Разве не очевидно, мой друг-мутант? Благодаря мне вирус ВРЭ стал смертельным токсином, а благодаря некоему гению, имя которого покрыто мглой забвения, которого называют лишь под именем Повелитель, как драматично, он заражает только людей, как мутировавших, так и нет. И что? Это значит, что мы получили в свое распоряжение превосходное средство избавиться от всех мутантов и полулюдей, заполнивших земной шар. А как они, ну, допустим, они сделают это, окей, и чё? Ну, то есть, кто будет рабочей силой, что еще и так далее, ну, бред же полный, не? Они просто будут ходить по пустынному миру. Сколько их тут, типа, ну, человек 100, 200? И чё? Они собираются стать типа этим самым типа первыми людьми, которые заселят планету заново, что ли? Размножиться. Это мега тупая идея же. Но, блин, если бы эта херня убивала бы чисто мутантов, ну типа, ну, скажем, супермутантов, вот этих кентавров, летунов и прочих, типа страшную живность агрессивную. То есть, если бы можно было бы настроить этот вирус в каком-то процентном соотношении так, чтобы он убил бы, уничтожил бы там, ну, каких-то этих, прям, ну, конкретных мутантов, то, блин, может быть, но все же. Так. Так, давайте я спрошу о некоторых других вещах психованных. О других ваших психованных идеях. А в чем наша ДНК стала другой? Обнаружился целый ряд изменений, в основном очень малозаметных. Правда, у меня не было времени подробно проследить все ветви изменений. Кроме того, для того, чтобы высказывать какие бы то ни было соображения о направлении характерных изменений, мне пришлось бы выполнить ретроспективный анализ для выделения первоначального генетического фонда. Однако, так или иначе, информация достаточно ясна. Какая информация? То, что вы и ваше племя больше не являетесь людьми, конечно же, поскольку ваше племя вышло из убежища. Каково бишь там 13-го? Всего-то 80 с чем-то лет назад все прожившие на поверхности дольше подвергались еще более разрушительному воздействию. Здесь нет никакого сомнения. Да, боюсь, мы с неизбежностью придем к этому заключению. Какому? Почему же? Я полагал, что предельно ясно выражает заключение в том, что вы все такие же, как вы, больше не люди. Вы мутанты. И для того, чтобы человеческая раса снова освоила Землю и осталась единой, все вы должны быть уничтожены. Ладно. Не понимаю, что здесь превосходно. Токсин ВРЭ действует только на людей, оставляя все остальное живым и невредимым. И что лучше, в течение месяца все мутанты погибнут, и вирус ВРЭ погибнет тоже, когда у него не останется никого в качестве носителей. Да здесь не хватит винтокрылов, чтобы распилить токсин по всему миру.
Вы правы, не хватит, но они нам и не понадобятся. У нас имеется система распространения, которая выпустит токсин в Ре прямо из чанов во внешнюю атмосферу. Об остальном позаботятся атмосферные потоки. Всемирный охват наступит в течение 2 недель. Ебать, 2 недели? Да, 2 недели на распространение вируса. Еще примерно месяц он будет выполнять свою задачу, а потом Соединенные Штаты будут готовы к повторной колонизации. К приходу настоящих людей наш род будет спасен. А вы великий гуманист. Вы и вправду уверены, что делаете благое дело, не так ли? Да, уверен. Такая важная цель, как выживание своего рода, оправдывает любые средства. В этом я с вами полностью согласен. Вам не приходило в голову, что эти, с позволения сказать, мутанты всего лишь другой тип людей? Я как-то даже не подумал об этом. Пожалуйста, дай мне пару минут, я должен это тщательно обдумать. Хорошо, хорошо, не спешите, доктор. Идеи такого масштаба переворачиваются быстро. Мне очень неудобно это признавать, но, скорее всего, вы правы. Так что мы задуманы просто чудовищно. Я так увлекся научными деталями самого... Блин, я его переубедил. Самого исследования, что даже не задумался об этической стороне порученного мне задачи. Ну что ж, теперь токсин... Ну что ж, теперь вы об этом задумались, вы должны уничтожить токсин. Пожалуй, нет. Ничего не получится. Почему нет? Они просто начнут все сначала. Даже если я погибну, здесь и в Навар осталось достаточно данных, чтобы мою работу повторили. Потребуется что-нибудь более радикальное. Что вы имеете в виду? Необходимо уничтожить анклав до основания. Если этого не сделать, мы просто перебазируемся куда-нибудь и начнем все сначала. Это очень печально слышать. Доктор, а как вы предлагаете уничтожить анклав? Пожалуй, самый лучший способ просто выпустить токсин в Ре в вентиляционную систему, поскольку в анклаве полностью автономное воздухоснабжение. Вирус доберется до всех и каждого. А как же мои люди, я сам, да и вы, если уж на то пошло. Я могу выпустить противоядие в систему воздухоснабжения всех камер воздухоснабжения гауптвахты и полностью автономно. Воздух не сообщается с другими помещениями анклава. Все подумают, что я просто провожу очередной эксперимент. А вам я могу сделать инъекцию прямо сейчас. Достаешь шприц. Спасибо, док. А что случится, когда вирус в Ре будет выпущен? Будет некрасиво. Вам следует отбыть как можно скорее. Но пусть уж лучше на моей совести будет 1000 жизней, чем несколько сотен тысяч. Наше время пришло. Мы упустили свой шанс. А как мне вывести с моих сородичей с гауптвахты? Наверное, следует отключить питание. Я знаю, что реактор управляется большим компьютером, который расположен около реакторного отсека, но точно не знаю, как можно заглушить реактор. Спасибо за ценную информацию. Ваша жертва не будет напрасной, ее будут помнить все люди Земли. А когда весь купол звездный оросился влагой слезной, улыбнулся ли, наконец, дел рук своих творец? Это просто цитата из очень старого поэта. Я вот думаю, а есть ли вообще где-то место для тех, кто так долго стремился к этой чудовищной цели? Наше время вышло, ваше только начинается. Вперед. Ну ладно, спасибо за все, доктор. Вы смелый человек. Воздух выпущен так... Токсик. Дерьмо. Так, стойте. Тихо-тихо, без паники, без паники. Что это за тревога? Что здесь происходит? Окей, сохраняйте спокойствие. Блин.
Села батарейках. Ой-яй-яй-йоу. Батарейка. Ой-яй-яй-йоу. Вот и все. 10 единиц кармы, блядь. Сашо, блин, он же мудак. Только не говори мне, что я, когда убью тебя, у тебя, ну, блин, тоже будет минус карма. Бред полный. Сколько у тебя хп? 12. У него гаусс винтовка. Блин, мне походу ща вообще не весело будет. Не ваншотай меня, не ваншотай меня. Ау. Ау. Все. Изи. Блин, она собирается поднять винтовку. Подохни. Хорошая попытка. На, блин, лежать, лежать. Блин, как он так быстро токсину, блин, в воздух пустил? Капец, он рофлит. Санчес, здравствуй. Сейчас я тут столько кармы потеряю. Да. Хотя, зачем я туда иду? С одной стороны. Мне надо карту забрать. Блин, а чел отчаянный. Едрить. Так. Там мужик в базукой подбегает ко мне. Так, окно закрою. Холодно. А, я забирал. Блин. Он же не собирается с такого расстояния выстрелить мне в голову? С базуки. Так, вот первым делом этого чувака надо... Ёб твою мать, он... Как? 14 только... И сколько у него хп осталось? 29. Вот ему не жалко никого. Никого не жалко, никого. Ни тебя, ни меня.
Ё-моё. Так, вот этот чел опасный. Да, ё-моё. Так. Блин, он еще живой опять. Он опять собирается жахать. С базуки. Нет. Нет, сука. Все, умер. Господи. Трачу время на этих ученых. Но они, по-моему, в любом случае, типа, ну, трупы, да? Возможно, даже в каком-то смысле я им дарю гуманную смерть. Не такую мучительную, как она должна была бы быть. Время пришло. Время пришло. Ты должен хапануть с продрищами. Давай. Да. Вот что сейчас происходит вот у них. А я-то... У меня противоядие от этого пердежа. У меня противоядие. Еб твою мать. Все, он меня уронил. Он меня вырубил. Ой, блин, я не проснулся походу. Господи, он даже меня бьет руками просто. Капец, он кританул. Самый везучий сукин сын на свете, блин. Да вставай уже, вставай! И ногой пнул, и ногой меня. О, перезаряжается. Господи. Вы находите свою смерть в пустыне. Можно было подождать. Погоди-ка. Ну-ка, а сколько будет действовать? Ну, через сколько токсин начнет действовать? У нас нет на это времени. Ладно. О, красная карта допуска реактора, теперь у вас кража удалась. Шалость удалась. А чё? У меня же есть карта допуска. А к чему она применима тогда?
К лифту? Я не понял. Красная карта допуска реактора. Желтая карта доступа реактора. Ядро реактора. Может сюда красную, а сюда желтую? Не понимаю. Чего, блин? Это ничего не даст. А зачем вообще тогда, я не понимаю. Бля, что? Так, ну может быть тут? Карта открывает дверь соответствующего света. Хм. Так, попробую сохраниться вот тут. Чего? Я же сделал, не? А если подавление бунта? Дальнейший доступ к терминалу закрыт. Здесь что, становится темнее? Кто вырубил свет? Ну, вряд ли это так работает. Блин, надо искать взрывчатку. Короче. Я не знаю, как вырубить эту хуйню. То ли баг, то ли что, но я не могу никак пользоваться терминалами. Ну что ж, здравствуйте. Я всегда рад уделить время одному из наших бравых Опять вы? Так чего вы хотите? Вы могли бы мне просто рассказать, что тут Вы происходит? правда не знаете, ведь так? Давайте я расскажу вам о спасении рода человеческого. Сначала немного истории. Не, давай начнем с базы Навара. Это просто. Наварро — промежуточный аэродром. У наших винтокрылов ограниченный радиус действия. Там они заправляются. Ага, разумно. Немного истории. Окей, продолжай. Давным-давно, задолго до нашего рождения, Давным-давно. была большая война. Наши бравые солдаты сражались от Юкона до Янцзы. И Продолжай. мы побеждали. А потом эти чертовы красные запустили в нас все, что у них было. Мы едва смогли запустить свои ракеты. Было такое? Да, нам помогло мало.
Но как минимум, чертова красная угроза оказалась отброшена в каменный век. Идиотизм, конечно. И мы вместе с ней. Нет, скажем так, не совсем. Видите ли, мы все спланировали заранее. Мы были готовы. Что вы имеете в виду? Мы устроили целый ряд тайных убежищ, которые были призваны уберечь великую американскую цивилизацию. Эти заведения, убежища, были частью гениального плана. Угу. А чертовы убежища не сработали так, как должны были работать. У них погибло столько людей. Откровенно говоря, они сработали почти в точности так, как было задумано. Если угодно, можете назвать это крупномасштабным социальным экспериментом. Эксперименты? Убежища были заложены для того, чтобы испытать человечество на прочность. В некоторых из них не хватало синтезаторов пищи. В других оказались только мужчины, а третьи должны были разгерметизироваться уже через 6 месяцев. Для каждого убежища был предусмотрен уникальный набор обстоятельств для изучения поведения людей в данных конкретных условиях. Жопа. А убежище 13, в нем какие были условия? Убежище 13. Особый случай. Оно должно было оставаться закрытым до тех пор, пока содержащийся в нем материал не потребуется. Говоря научным языком, убежище 13 было контрольной группой. В смысле? Но в нем бы все вымерли, если бы мой предок не доставил запасной водяной чип. Это как-то не согласуется с вашим планом. Печальный и непредвиденный инцидент. Однако в дальней перспективе он оказался скорее плодотворным. Что вы имеете в виду? В конце концов оказалось, что нам требуется не только нетронутый предвоенный генетический материал человека. Это ваши предки из убежища 13. Но и материал на ранних стадиях мутации. А им стало население поселка Арройо. Почему? Для проекта. Проект почти завершен. Спасение человечества почти свершилось. И Соединенные Штаты Америки станут источником возрождения планеты. Что имеешь в виду? Единственный способ спасти человечество и демократию заключается в том, чтобы очистить земной шар от мутантов. Мы, люди, вернем себе то, что по праву наше. Очистить от мутантов, это звучит несколько чересчур радикально. Как вы собираетесь это провернуть? Около 70 лет назад мы обнаружили исследовательскую базу в рабочем состоянии. 70 Это была лет бывшая исследований. военная база, на которой исследовался специальный вирус. Да, вирус ВРЭ. Первоначально он предназначался для того, чтобы превратить солдат в супервоинов, но эксперимент не удался. Воины получались сильными и крепкими, но слишком тупыми. Тем не менее, наши блистательные специалисты из химического корпуса модифицировали его, Зачем? чтобы превратить его в архиэффективное орудие убийства. Когда его выпустят в воздух, он убьет всех гуманоидов, которым заранее не были сделаны прививки. Это и есть проект. Это же просто безумно тупо. Учитывая то, что... Так, сейчас, погодите.
От всей этой истории у меня аппетит разыгрался. Борщ. Ужин уже. 5 часов. А у кого-то обед. В общем, приятного аппетита, ребят. Нет, отнюдь. Это последняя надежда человечества. Мы работали над этим все прошедшие годы. Вот. Здорово. Теперь у вас есть прорва яда и никаких средств для его распространения. Это одно из замечательнейших преимуществ вируса ВРЭ. Мы можем просто выпустить его в атмосферу, и воздушные потоки разнесут его по всему миру. У него будет масса времени, чтобы вычистить все закоулки планеты. Угу. Мои люди... Зачем? Нам нужен был материал для тестов. Все население вашей деревни произошло от генофонда убежищ, и нам необходимо было убедиться, что токсин ВРЭ действует на них. На материале из убежища 13 проверялось как это, так и эффективность прививок против ВРЭ. Это вряд ли необходимо. Я уверен, что это можно было бы сделать, и результат был бы положительным, но это просто не нужно. Никогда. Работа президента частью и состоит в том, чтобы принимать трудные решения, пожертвовать множеством полулюдей ради спасения человечества. Человечество превыше всего. Ну что вы, я не в восторге от этого решения. Если бы был другой способ, но его нет. Когда речь идет о выживании человечества, никакая цена не может быть слишком высокой. Если бы вы были человеком, вы бы согласились со мной. Да, даже если вы меня убьете, это вам не поможет. Вы ничего не можете сделать, чтобы воспрепятствовать выпуску вируса. Конечно, вы можете попытаться, но персонал Анклава и Наварра в самом скором времени будет привит. Нам осталось только разослать груз. Это дело нескольких часов. Кроме того, Анклав герметичен. К нам снаружи не попадает ни воздух, ни загрязнение. Изнутри наружу тоже ничего не выходит. Это будет труднее, чем вы думаете. В этом случае я буду счастлив от того, что умру патриотом и слугой человечества. Да. Больные сукины дети. Вот и все. Вот и все. Ищите нового кандидата. Угу. Такой отважный вице-президент.
Я подумал, он сказал осуждаемое слово. Ваша смерть. Ладно, погодите. Все мертвы. А он уже... Ничего себе. Ну что ж, здравствуйте. Я всегда рад уделить время одному из наших... Опять вы? Так чего вы хотите? Вы правда не знаете, ведь так? Да, им да, отвечай в конце для вы не можете считать некоторый проект около 70. Да, чтобы превратить. Нет, нам нужно это время никогда. Работа президента. Ну что? Да. Даже если вы меня убьете, это вам не поможет. Вы ничего не можете сделать, чтобы воспринять. Конечно, нам осталось только... Это будет труднее, чем вы думаете. В этом случае... Ну что ж, здравствуйте. Опять... это просто. Какой позор. Беседа с обыкновенным мутантом вроде вас. Она бы определенно составила мне представление о том, какова жизнь в том радиоактивном аду на материке. Мы стараемся не подвергать себя воздействию радиации. Это и есть то, что отделяет людей, таких как я, от мутантов, таких как вы. Потому что вы есть мутант. Состав ДНК вашего племени изменился с тех пор, как ваш предок покинул убежище. Это неизбежно. При таком высоком уровне фоновой радиации иначе и быть не... Как трогательно! Но те кардинальные изменения, которые это более чем вероятно. Мне не кажется, что... Как воплощение исполнительной ветви государственной власти, я несу на себе ответственность за выживание и процветание Соединенных Штатов и всего человечества. Это тяжкая ноша. И все же, если наградой будет то, что наши дети и внуки вновь обретут землю, я с радостью понесу ее. Немного... Какой позор. Беседа с обыкновенным... Окей, как скажете. Я просто тут тихонько посижу. Было... приятно с вами познакомиться. До свидания. Черт. Они прям мгновенно забежали сюда. Блин, лучше загрузиться. А что если его же реально убить скрытно? Блин, да ладно. Да что за хуйня?
Так, а их вырубить заранее? Ладно, ну-ка, пойдем посмотрим. Точку здоровья умер. Так. Ага. Блин, почему я не могу президентский этот использовать? Вообще не понимаю, блин. И этот живой. Блин. Вообще не... Ноль. Охуенный интернет, просто замечательно. Или YouTube работает. Или нет. Непонятно. В смысле нет карты? Вот же. Не? Так, ставить красный ключ в карту сделано. Блин, может, у секретаря президента что-то есть? Презерватив просто. Офигеть.
Сомнительное сексуальное устройство. Поверьте, вы не хотите знать, для чего это нужно. Окей, окей. Ключ-карта. Может быть... А? Блять, а чё с интернетом нахуй? Боже.